Прямой эфир. Так, kişiler gelgençe işte durup duralım. Daha bir kişi girdi. Daha kişiler girip dursun. Так, 3 kişi girdi. Асанов Hüseyin deydi. Assalamu alaikum. Асанов Hüseyin. Qandaysыңар? Бақтыбек Молдалиев. Assalamu alaikum. Bölüşüp koysanızlar. Так, 13 kişi girdi efirge. Сұраныч. Дони. О, Дони, привет. Альбина, приветствую вас. Как вы поживаете? Все ли у вас хорошо? Алмаз Кененбаев, ассаламу алейкум, қантаке қандайсыз, денсаулығыңыз жақсы бі? Филадельфиядан чоң салам, рахмат. Сілерге де чоң салам. 24 кіші эфирде, дағы эфирден қосылалы. Майрамбек байке, ассаламу алейкум. Саламатчылық, Альбина, жақсы. Жембай Султанов, ассаламу алейкум. Азыр үйден неврелер чуркап жүріп үйден эфирді жүргізө албайтам. Ошон үчүн азыр эфирди болсо кородон эле жүргүзөйүн деп атам. Ошо неврелерим кичине мешайт кылбасын. Султан, привет. Салам алейкум байке, кандайсыз? Кудай шүгүр, больницадан чыктым бүгүн. Кичине жүрөгүм эметип калыптыр, ошону менен кичине бүгүн жакшы өзүмө келип чыктым. Жакшы болуп калдым, Альбина, рахмат. Реанимацияда bir күн жаттым, анан кийин кан азыр восстановительный период болуп атат, жакшы. Мына 37 киши. Талантбек Жумалиев, салам алейкум. Мирбек Тынчтыков, салам алейкум. Кандайсыңар? Да бир поделиться этип койсоңор. Эка, саламатсызбы, эка, жакшысызбы, аман эсенсизби? Биздики баары Кудайга шүгүр. Эми ооруганда бул эми мен жүрөк оорум көптөн бери эле бар, анан кичине кан коюлуп, кичине ошону менен эметип калыптым. Ошон үчүн азыр Эмиль Кадыров, салам алейкум Эмиль. Нурлан Жолдошбаев, салам алейкум. Тынччылыкпы, денсаулыкта болуңуз. Рахмат, чоң рахмат. Мына азыр 55 киши болду эфирде, эфирде. Рахмат, оорубаңыз, эртерээк сакайып кетиңиз. Рахмат, сакайдым, Кудайым буйруса. Азыр восстановительный период болуп атат. Азыр восстановительный периодтан азыр өтүп кетем, Кудайым буйруса. Жакшы. Бикарттын докторларына рахмат, абдан оперативно мени алып барышты. Баары жакшы. Так, 60 киши эфирде. Нургазы, кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы, баары жакшы. Жусуп Толомбай, салам, оорубаңыз, шеф. Оорубайм, Кудайым буйруса, баары жакшы. Так, эми азыр 60 киши эфирди баштай берсем жакшы болот эле. Мен бүгүн ушу Зарина Торокулованын баш коргоо чарасы Бишкек шаардык сотунда өттү. Анан ошо Зарина Торокулова бүгүн абдан менден суранды. Ушу түз эфирге чыгып камчы кыдыршаевичтин өзүнө мындай бир обращение кылып коюңуз деп. Анан обращениени кылайын десем, ал обращениени аз кыргызча деле айтса болот болчу, бирок иштин жагдайлары бүт орусча жүрүптүр. Анан уруксат берсеңиздер, мен орусчасынан да баштайын, анткени деген бизде орус аудитория да бар, туура түшүнгүлө. Течерде акылмандар кыргызча сүйлөбөйсүңбү, кыргызсыңбы деп айтып аткандай, керек болсо кыргызча болсо түшүңөр жооруп берем керек болсо. Бирок могу жерде азыр орусча айтканга мажбур болуп атам. Анткени деген иш Зарина Торокулованын иши бул деген именно орусча болуп атат. Мына орусча бүт эмелери. Ошондуктан камчы кыдыршайчка бир абдан чукул
кайрылуу менен кайрылам. Эң биринчиден, эми уруксат берсеңиздер, мен орусча эмети айтайын. Тилекмат, кандайсың иним, жакшысыңбы? Орусчасын айтайын. Эми силер ойлоп калбагыла, что мен деген пакта коюп атам же дагы бир эме. Мен Зарина үчүн, Зарина Торокулу үчүн мен деген айтамын. Андан тышкары өзүмдүн бир мамилелерим бар. Ошон үчүн уруксат бергиле, орусчасынан сүйлөйүн. Уважаемые фейсбукчане, уважаемые друзья, мне тяжеловато, конечно, после больницы, после лечения выходить в эфир. Но сегодня было в Бишкекском городском суде было рассмотрение апелляционной кассационной жалобы Зарины Торокуловой на изменение меры пресечения. Сегодня я ознакомился с делом Зарины Торокуловой и был просто в шоке. Камчы Кадышевич, я вас поздравляю с прошедшим днем рождения, с прошедшим долгих лет вам жизни, а также я сегодня поздравляю вас, Камчы Кадышевич, я вас поздравляю с тем, что вы сегодня подписали для Кыргызстана очень важный такой договор о делимитации, демаркации границ между республиками Кыргызстан и республикой Таджикистан. Но хотелось бы вам сказать и отметить одну вещь. Вы занимаетесь государственными делами, занимаетесь демаркацией границ, то-то, но ваше подразделение, которым вы непосредственно являетесь председателем ГКМБ, то там уже начинается беспредел. Беспредел начинается именно в том, что именно шептуны. В вашей организации очень много стало шептунов. Шептуны, которые неправильно вам преподносят информацию. Вам неправильно преподносят. Камчы Кадышевич, я вам еще раз скажу, вам очень неправильно много информации преподносят ваши следственные органы, ваши оперативные сотрудники, по которым вы не входя в дело, не рассматривая это дело, не изучая дело, принимаете решение и говорите, давайте, работайте и накажите, то я вам скажу, что на основании этого они, как в кыргызской поговорке, чачалдыса башалат дегендей, они вот это и делают. Вместо того, чтобы просто подстричь волосы, они убирают целую голову. Это касается не только дела Зарины Торокуловой. Зарина Торокулова лично меня просила сегодня обратиться, Камчы Кадышевич, именно к вам с просьбой того, чтобы вы посмотрели ее дело. Ее дело выглядит очень интересно. И те вещи, которые по Зарине Торокуловой предъявляет обвинение, это вообще абсурд. Это абсурд следственных органов. Это полный идиотизм и это полная деградация следственных органов ГКМБ. В отношении Зарины Торокуловой используется дежурная статья. Дежурная статья о том, что она якобы готовилась к насильственному захвату власти. И через средства массовой информации, они якобы она призывала и давала задание какой-то Умай-Арык, которая печатала такие провокационные материалы. Но самое, что интересное вызывает, что у Зарины Торокуловой на ее аккаунте нету ни одного материала, где бы она призывала к тому, чтобы сменить власть или же призывать к каким-либо митингам. Это всего-навсего обвинение построено на каком-то признании Умай-Арык. Соответственно, с нами, адвокатами, была произведена очень интересная работа. Мы провели, и мы все-таки узнали, кто такая Умай-Арык. На сегодняшний день Умай-Арык это далеко не девушка.
Умай-Арык это далеко не девушка. И это она дает показания, якобы Зарина просила вытащить на странице Умай-Арык такие вот провокационные материалы. Вот. Но благодаря работе господина Турдалиева, адвоката Кантемира Турдалиева, мы выяснили, что под ником Умай-Ару в мессенджере и Facebook, в ТикТоке владельцем этого ника Умай-Ару является Бакыт Иманкулов. Бакыт Иманкулов пожизненно лишенный свободы ПЛСник, который лежит в СИЗО в подвале. Он пожизненно лишенный. И теперь встает вопрос, почему у пожизненника, который имеет пожизненное лишение свободы, каким образом оказывается телефон, мессенджер или Facebook, на котором он размещает якобы какие-то провокационные материалы. В связи с чем адвокатура Крымской Республики за подписью Турдалиева, Кантемира, нами был отправлен адвокатский запрос. На основании чего? На основании как Умай-Ару, пожизненно лишенный Иманкулов, мог иметь доступ к социальным сетям, и человек, который уже лишенный, пожизненно лишенный, который имеет приговор суда, его действия считаются как заявление. Вот как заявление. Камчик Адашаевич, Зарина Торокулова очень вас сильно просит в этой части разобраться, потому что она с этим Умай-Ару, она никогда не связывалась. Она никогда с ней никакой переписки не вела. Единственное, было 2 раза переписка, я эту переписку читал, Умай-Ару написала: Зарина, здравствуйте, вы, оказывается, таласская. Она ответила: да, я таласская. Вот я тоже ваша сестренка, я тоже таласская. Вот и все. 2 выступления. И эти 2 выступления, потом это же Бакыт Иманкулов, который приговором Верховного суда имеет пожизненное лишение свободы, он пишет заявление на Зарину Торокулову, что она якобы просила его разместить провокационные материалы. Бред. Полнейший бред. Мы просмотрели все записи, мы просмотрели все входящие, исходящие звонки, то никаких таких переписок или никаких таких провокационных материалов Умай-Ару не давалось. Теперь спрашивается вопрос, кому это нужно было, чтобы Зарина Торокулова села в тюрьму, чтобы ее посадили. Мы начали выяснять, и очень много выяснили. Во-первых, очень странно выглядит то, что пожизненно лишенный к лишению свободы Иманкулов имеет доступ к сети интернет и при этом может публиковать материалы экстремистского характера. Как? И это разве вопросы к Зарине Торокуловой? Или это все-таки вопросы должны касаться председателя ГСИН и начальника СИЗО? Во-вторых, по словам Торокулова, осужденный Иманкулов лично она вообще не знает. Она и не знает. Она познакомилась только в интернете через мессенджер переписку, о которой я говорил. 2 переписки всего было. И вот здесь, Камчик Адашаевич, вы Зарину Торокулову утверждаете, что вы ее очень хорошо знаете. И знаю Зарину Торокулову и я. Она всегда была противником того, чтобы, как и я, мы были противниками, и есть, и остаемся противниками неконституционных каких-либо событий. Мы всегда придерживаемся верховенства права и верховенства закона. А тут по Зарине выходит именно такая статья. Ей предъявлено по части 3 278 статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики, это призывы к массовым беспорядкам. Но посмотрите, откройте сам аккаунт.
И поэтому я всегда и говорю, и говорил, всегда говорил и говорю: уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич, уважаемый Садыр Нуркожоевич, вам надо избавляться от этих шептунов. Ваши шептуны вас очень сильно подводят. И именно эти шептуны, но если вы делаете какую-то хорошую работу, о которой можно говорить с гордостью, то вашу всю работу перечеркивают вот эти шептуны незаконными арестами. Помимо этого, Камчыбек Кыдыршаевич, очень интересный вопрос сейчас висит по одному уголовному делу, которое рассматривается в Первомайском суде. В этом Первомайском суде ваши сотрудники приходят и запугивают судью, что это лично на контроле у Камчыбека Кыдыршаевича, потому что когда-то Камчыбека Кыдыршаевича они обидели. Камчыбек Кыдыршаевич, я вас очень хорошо знаю. Я вас очень хорошо знаю. Вы никогда не были злопамятным человеком. Вы никогда не были злопамятным человеком. И теперь судьи просто говорят, что что-то это лично под контролем Камчыбека Кыдыршаевича. Но дело-то не в этом, в том, что это личное дело Камчыбека Кыдыршаевича, или кто-то держит под контролем, или же это пускай будет держит под контролем, там сотрудники силовых структур. Дело в том, что мы создаем очень плохой прецедент. Мы создаем прецедент того, что мы убиваем этим самым, мы убиваем целую ветвь власти. Мы убиваем судебную ветвь власти. Посмотрите, что творится в судах. Сегодня, к примеру, простой пример по Зарине Торокуловой. Судебная коллегия совещалась, когда хотели изменить меру пресечения, судебная коллегия совещалась очень долго, потому что наши доводы, которые мы дали в судебном заседании, они имели очень жесткие и весомые доказательства того, что Зарина Торокулова не имеет отношения к этим изданиям экстремистского характера. Но судебная коллегия Бишкекского городского суда, она просто взяла и повторила решение Первомайского районного суда. О Первомайском районном суде Камчыбек Кыдыршаевич уже и говорить не хочу. Про Садыра Нуркожоевича я уже и обращаться как бы уже не хочу. Камчыбек Кыдыршаевич, Первомайский районный суд, это вообще, это действительно, я все время повторял и повторяю, это басманный суд города Москвы, где заказные дела, все выполняются. Там не важно, закон есть или нету, там есть только телефонное право. Ведь сейчас мы уже должны, смело мы можем открывать целую науку для студентов-юристов и говорить, что эта наука называется телефонное право. И Первомайский районный суд, он живет именно по телефонному праву. Простой пример. Вот простой пример. Даже нападение, которое было на меня сфабриковано, специально было нападение для того, чтобы я со своими ребятами мог избить. Но я понял это, что я не буду избивать его, и сам специально подошел один, убрав свою охрану. Из-за этого ребята, сейчас выясняются такие моменты, что эти ребята, они работают под руководством Каныбека Туманбаева. Они строят аэропорт в Караколе. Они, когда президент открывал шахту Джергалана, они тоже там были. Я эти видео сегодня-завтра опубликую. И для того, чтобы меня спровоцировать, что я избил этих ребят, они, соответственно, это сделали. Вот это и есть те люди, которые вас и позорят. Вас позорят, Камчыбек Кыдыршаевич, вас позорят и подставляют некоторые оперативные сотрудники. Если у нас будет с вами личная встреча, я про этих оперативных сотрудников лично вам скажу, какие оперативные сотрудники вас подставляют. Я вам могу смело и авторитетно заявляю, что ваше следствие на полном нуле в ГКМБ. У вас в ГКМБ полный ноль. Дана команда, не будут разбираться, есть признаки преступления или нету. Они просто скажут, надо выполнять команду, и все. И выполнят эту команду. Другого они не сделают. Ведь это, вы поймите правильно, это очень плохая практика. Это очень плохая практика. Если мы будем продолжать жить в этой практике, то это может стать триггером всех народных волнений.
И так народу сейчас тяжело жить. Тем более в мире происходят такие геополитические катаклизмы, где в мире за сферу влияния бьются великие державы, большие это ядерные державы. И в этой ядерной державе, когда бьются, мы тоже можем оказаться втянуты в эти. И вы понимаете, вместо того, чтобы в реальности посмотреть все, что творится в следственных органах, это полнейший беспредел. Что творится в судах, это вообще даже говорить уже сказать уже не знаешь как. Посмотрите просто Верховный суд. Да, Замир Курамаевич, мой бывший коллега, я его уважаю, мы с ним очень хорошие дружеские отношения. Но посмотрите, кто у него сидит в замах. Даже не разбираются. Просто кресло судьи стало просто местом для получения каких-либо денежных вознаграждений. Поэтому, выполняя слова Зарины Торакуловой, которая обвиняется по 278 статье по части 3, это все получается полная фальшь. А это ведет к деградации самого общества. Вы поймите правильно, что если вы будете так же продолжать, то это будет, если вы будете верить этим шептунам, то это также будет очень сильно влиять на будущее нашего государства. Я всегда говорил и говорю, и всегда буду говорить о том, что я противник всяких там переворотов. Я всегда сторонник конституционного поля. Я всегда сторонник верховенства права и закона. Поэтому вот такие вещи, Камчек Хадыршаевич, надо прекратить. Сделайте проверку. У вас существуют другие проверки. Вот начальник СБ, начальник службы безопасности ГКМБ, я этого человека не знаю, но я очень хорошо наслышан. Я наслышан о том, что очень грамотный человек. Если бы этот человек связался со мной, я бы ему рассказал бы очень много про многих сотрудников, которые просто занимаются крышеванием, вымогательством. Например, просто забирает крышевание, крышует боди-массажи, получает деньги, убирают конкурентов, понимаете? За счет своих должностных положений они просто сидят и живут для себя живут. Вот такие вещи творятся. А по Зарине Торакуловой, это абсурд. Камчек Хадыршаевич, поверьте мне, вы меня очень хорошо знаете. Вы меня очень хорошо знаете, мы с вами очень хорошо знакомы. В моей юридической компетенции вы никогда вы не сомневались и не сомневаетесь до сегодняшнего дня. В моей юридической компетенции. И я вам, как братишка ваш, говорю об одном, что многие дела, которые расследуются в ГКМБ, нигде не получены там по факту, по факту разговоров нету. А те дела, которые просто по какой-то наводке, по каким-то это просто использование служебных положений некоторыми оперативными сотрудниками при содействии следствия и для удовлетворения своих финансовых потребностей. Вот и все. Больше ничего другого нету. В МВД то же самое. Но МВД хоть немного старается выправить ситуацию, старается сделать какие-то хорошие такие знамения. Да, министр старается, но одно слово стараться. Одно просто слово стараться. Но надо делать. Поэтому я всегда говорил, и в начале президентства, когда Садыр Нуркожоевич стал президентом, также Камчек Хадыршаевич стал председателем ГКМБ, я тогда вносил вам предложение о том, чтобы все равно на сегодняшний день единый следственный комитет — это уже необходимость. Потому что если ГКМБ
имеет свое следствие, прокуратура имеет, ну ладно, у прокуратуры забрали следствие, но военная прокуратура имеет следствие МВД, оно всегда между собой вызывает какое-то соперничество, и это соперничество ничего до хорошего не приходит. Посмотрите статистику, если мы сейчас возьмем статистику, еще лет 10 вот такой работы, то в нашем Кыргызстане мы все станем судимые. Мы все станем судимые. Зачем? Для чего это делается? Давайте расти вперед, давайте думать о будущем нашего государства, а не стряпать дела, просто стряпать, лишь бы стряпать дела и получить ордена. По факту ловите, молодцы, хвала вам, молодцы. Но из тех дел, которые 50% вы по факту ловите, то остальные 50% это просто те дела, которые просто скомканы. И это скомканное дело, это дело Зарины Тураковой. Скомканное дело, это дело по кемпирабадским событиям. Скомканное дело. Я, например, не знаю Адахана Кимсанбаевича. Я с ним встречался, по-моему, всего-навсего один раз, и то мельком. Я его не знаю как человека, но я знаю его как хорошего оратора. Но даже разобравшись с его делом, я вижу в его деле тоже скомканность этих. А теперь спрашивается вопрос, зачем это делать? Для чего? Для того, чтобы запугать, то я не вижу в этом смысла. Человек, который садится в тюрьму, он не пугается, он уже знает, что он сядет в тюрьму и будет отбывать свой срок наказания. И этим он не исправится. Как сказал Садыр Нургоджоевич, они должны исправиться. Нет, они этим не исправятся. Они наоборот себя будут держать для того, чтобы отомстить. Вы же сами проходили эту школу, Садыр Нургоджоевич. Вы же сами проходили эту школу, Камчек Кадышевич. И теперь, после всего вот этого, вот так вот сделать, я считаю, это очень плохо. Это хорошим не закончится. Я всегда говорю и буду говорить о том, что раз дано, вы взяли на себя ответственность за народ в 2020 году, то вы должны и нести бремя народа. А вы вместо того, чтобы нести бремя народа, вы берете и просто сажаете кого попало. Меня хотели подставить, пожалуйста, 31 августа. Вот я теперь про себя могу сказать. 31 августа в Первомайском районном суде один очень такой интересный фрукт в суде. Пускай этот судья меня хоть в суд подает, но я ему скажу, он фрукт. Этот фрукт так пожелал, он думал, что я зайду и предложу ему взятку, что возле моей машины сидел спецназ в машине. А я взяток не даю. Да, раньше давал, а сейчас я взяток не даю. У них тогда не получилось взять меня с поличным или еще что-то. Не получилось. Потом уже в числах 10 сентября еще раз попытались, я примерно знаю, кто это попытался. Попытался один небезызвестный журналист, который очень таки сегодня тоже так лестно, не то что лестно, он просто уже в наглую через свои принадлежащие сайты меня облил грязью, что меня якобы избил какой-то мужчина, муж какой-то женщины, которая, мол, типа это. Но это смешно, и это бред. Это надо просто пойти в Первомайский районный суд, Первомайский РОВД, посмотреть заявление, посмотреть показания свидетелей, и тогда все это будет. А бред писать, это просто бред, понимаете? И вот такие люди, которые пишут бред, вот именно вот эти люди, они и делают вам саботаж. Я поэтому всегда говорю, Садыр Нургоджоевич, пожалуйста, остановитесь, посмотрите, кто вас окружает. То, что если вам аэропорта строят, там что-то делают, ой, незаменимых людей не бывает, не бывает, свято место пустым не бывает.
На это место придут еще другие, еще сильнее люди придут. А вы этих людей прямо за Бога считаете. Пресс-служба ваша. Ну, бедный Эрбол еще хоть как-то старается отмазаться. А вот этот товарищ, который уже в открытую показывает свою приверженность к женскому телу, теперь свои фантазии выливает и меня начинает грязью обливать. Для чего? А ответ прост. Для того, что если я вдруг попаду к Садыб Нургоджоевичу или Камчек Кадыршаевичу, я же расскажу все, что есть. Я же расскажу все, какое говно они мутят. Я расскажу о том, что как Акылбек Джапаров, сидя в одной сауне недалеко от меня, в пьяном угаре сказал: они оба от меня зависят, я их на такой крючок попал, я ими вот так вот руковожу. И эти слова были. И эти слова-то говорят. Да, может быть, я не скажу, но такие-то слова произносятся. А перед вами, боженька, одуванчик. Перед вами одуванчиками становятся все. А когда выходят, матерят. И вы этим верите. Вот в чем проблема. И верите, и сажаете невинных людей. Вы понимаете, вы сажаете невинных людей. Зарина Тороколова, она невинный человек. А вы представляете, что сейчас творится у Зарины Тороколовой? У Зарины Тороколовой 16-летняя дочка. Она мать-одиночка. Ей 16 лет. Мы же все видели сейчас, что творилось в селекции. Мужик отрезал нос, уши своей жене. А тут маленькая 16 или 17-летняя девчонка живет одна. Мать сидит. И как вы думаете, это будет правильно? Мать сидит в тюрьме, девочка 17-летняя дома одна. У Зарины, оказывается, у нее только мама есть, в Таласе живет, отца нету, других родственников нету. И эта маленькая девочка живет одна. А кто его знает, что может стать? А вдруг завтра какой-нибудь маньяк нападет на дом, взломает, и мы получим опять очередную жертву? Есть же другие виды меры пресечения. Делайте домашний арест. Но пускай мать все-таки смотрит за дочерью. Отпустите мать к дочери. Это же нельзя же так. Это беспредел полный. Если бы я не вырос в судебной системе, я 24 года в судебной системе. Я знаю судебную систему от начала до конца. Такого беспредела, как за последние 3 года, не было. Такого идолопоклонничества судей перед кем-то, или же бесхребетности, раболепия за последние 3 года, такого не было. Посмотрите на судей, что с ними творится. Это чистейшее раболепие. Чистейшее раболепие. Судьи боятся слова сказать. Приходит простой опер, и говорит: это на контроле. И все. Судья рад стараться, ассалам алейкум. И таких. Сколько людей? Мне жалко и обидно за судебную систему. Вот здесь мне страшно стало за страну. Да, вы делаете хорошие дела. Мы ничего не можем это сказать. Сегодняшнее, то, что вы сегодня с Камчек Кадыршаевичем подписали хорошее соглашение, это какая-то гарантия на мир. Но вы понимаете, вы там работаете, а внутри раболепие уничтожает сам народ. Остановитесь, остановитесь.
Посмотрите назад, пожалуйста. Акылбек Джапаров, он вас вводит в такой тупик. Вы посмотрите возмущение в ЦОНах, что происходит. Вот, к примеру, недавно ко мне обратилась девушка, Перизат девушка обратилась. Ей по наследству достался дом. Она в этом доме прожила год. Через год она вынуждена была его продать. Почему? Потому что у нее бизнес тормозился. Она продала этот дом, а сейчас ей насчитали 450 тысяч сомов, она должна заплатить. Это что за законы? Машину, ты купил машину за 100 тысяч, к примеру, сделал эту машину, отремонтировал ее, вложил в нее еще 100 тысяч и продал за 200 тысяч. Ты обязательно должен 10% заплатить. Это не финансовый гений. Это не гениальность какая-нибудь, экономическая гениальность. Это просто обдираловка народа. И этой обдираловкой народа они хотят показать, что они такие вот умные. Акылбек Джапаров такой умный финансовый гений. Да он не гений. Он и никогда не был гением. Это далеко несчастный человек. Мне его жалко. Я считаю, что Акылбек Джапаров далеко несчастный человек. Супруга у него живет в Америке. Весь бизнес он продал, вывел деньги в Америку. Выехать он из государства уже не может. И командует он или не он, это большой вопрос. Мне его жалко. Вот здесь пишут про меня, про мое избиение. Ребят, вот эти, которые избили, вот этот Дастан, который меня там ударил, то все, его вот так вот просто взять и просто кончить, это проблем нет. Проблем нет. Его избить, его уничтожить, тоже проблем нет. Но они придумали другую систему. Они придумали выслужиться перед Каныбеком Туманбаевым. Потому что я сейчас выяснил, это чистейшие ребята Каныбек Туманбаев. И они не скрывают это. Они не скрывают, они борзые. Они до такой степени, вот эта безнаказанность, их уже выводит. И они такие, любого посылают. 75-летнего старика они на моих глазах материли. Каныбек, неужели ты таких людей рядом держишь? Если ты таких людей рядом держишь, то позор тебе. Если ты таких людей держишь. Которые 75-летнего старика таскают на таких матах. Меня, когда я представился адвокатом, сказал, я адвокат, я защищаю интересы. Он, ты кто такой? Это безнаказанность. Они уже до такой степени оборзели. Но это не мой уровень. Это не мой уровень с ними разбираться. Я с ними не буду разбираться. С ними будут разбираться следственные органы. Я знаю, вы уже действуете, вы уже звоните, в суды звоните, следователям звоните, что Каныбек, я не знаю, Каныбек, сам звонишь ты, подчиненные твои звонят, или я не знаю, кто звонит. Но факт-то остается другой. Факт-то остается другой. Они для меня никто, и это не мой уровень с какой-то швалью вот этой 35-летней, бездарной, безграмотной, обнаглевшей швалью. Я не собираюсь с ними что-то там бодаться или еще что-нибудь. Я буду разговаривать с вами. Я буду разговаривать с вами. Придет день, ничего страшного, я умею ждать. Я ж парень не сыкульский, я ж чолпантинский. А чолпантинский у нас любят ашлямфу. А ашлямфу блюдо холодное, как и месть. Я дождусь, когда кто-то из вас, что кто-то, один из очень известнейших журналистов, он уйдет с работы. Я дождусь этого. Пускай он все говно на меня выливает. Пускай. Я это все копирую. Уйдет и ты, уйдет и другие уйдут.
Придет время. Оно же не вечно. Государственная служба, она не вечна. Государственная служба, она никогда не была вечной. Поэтому я никогда не стремился попасть в государственную службу. И не буду попадать. Мне она не нужна. Но придет время, я тоже не сирота. Я ж далеко не сирота. То, что я прошел, уважаемый пресс-служба, друг пресс-служба, уважаемый Каныбек, уважаемые вот эти ребятишки, пацанята, то, что я в этой жизни прошел, вы еще вот такую часть не прошли. С кем я был и как я был, возле кого я был, об этом знает Камчы Кыдыршаевич, очень хорошо знает. Чей я братишка, Садыр Нургоджоевич знает. С кем я был, они все знают об этом. И вы меня решили напугать или устроить какую-то постановку. Ребят, вы меня этим не напугаете. Я этих вещей не боюсь. Вы меня хотите напугать тем, что меня там посадят в СИЗО или еще то. Сейчас ваши доконцашники, которым он сейчас даст команду, мочить его, камагла туда-сюда. Я там бывал. Я не боюсь этого. Я там бывал, я не боюсь этого. То, что будет, оно будет. Я так думаю, уважаемый Садыр Нургоджоевич, уважаемый Камчы Кыдыршаевич, время пришло оглянуться назад. Посмотрите, остановитесь, посмотрите, оглянитесь, кто вокруг вас. Оглянитесь, кто вокруг вас. Я не скажу, что все 100% вокруг вас плохие. Но большая часть вокруг вас — это те саботажники, которые делают саботаж именно вам. Не мне, не народу. Они делают саботаж вам. И именно вы стали их заложниками. Заложниками их доносов, заложниками их шептаний. Ведь они, кроме как доносить, ничего не умеют. Я же слышал, мне же рассказали, ваши же из окружения, как мой друг, мой байкеша, Абсатаров, Бекбосун Байке про меня сказал: Хасанов там вообще, там вау, там весь коррупционер. Да где я коррупционер? Я никогда не работал на государственной службе. Мне никто взяток не носил, я зарабатывал деньги. Я человек, который зарабатывает деньги, а не берет деньги. Сегодня я могу спокойно поговорить в эфире. Я спокойно могу поговорить в эфире. Камчы Кыдыршаевич, Садыр Нургоджоевич, остановитесь. Чуть-чуть остановитесь. Я понимаю, у вас очень государственно важные дела. Но посмотрите, Камчы Кыдыршаевич, посмотрите свою структуру. Посмотрите, что у вас творится в ваших следственных органах. Посмотрите, что творится. Камчы Кыдыршаевич, я вам одну вещь еще скажу. Вы понимаете, что ваши следователи по одному уголовному делу, даже додумались, что не убрали даже фамилию вашего сына. Она у меня есть, я вам могу показать. Вас просто подставляют. И подставляют те, которым вы верите. Начальника службы собственной безопасности ГКМБ, я о нем наслышан. Байке, если вы меня слышите, встретитесь со мной, и я вам покажу одну деталь, которая прозвучала в судебном заседании. Я покажу вам один диск, в котором прозвучала фамилия сына Камчы Кыдыршаевича. Я об этом не говорил.
Встретитесь со мной, я вам покажу, как вот это дело стряпалось по Зарине Торокуловой. Меня просто удивляет, когда ко мне подходит недавно один сотрудник ГКМБ и говорит: Канат Байке, сдайте нам какого-нибудь судью или же какого-нибудь опера с МВД. Я спрашиваю, зачем? Ну, мы сейчас опера хлопнем, а потом с него снимем, и мы с вами поделимся. Меня это взбесило до невозможности. Я сказал: ты, парень, ты тупой или как? Зачем между конторами устраивать вот такие вещи? Зачем? Для чего? Вы же стравливаете людей, лишь бы наживиться. Деньги, когда вы умрете, вы даже самые любимые носки с собой не унесете. Для вас всего будет уготовано 7 метров белого материала, и все. Зачем вы стремитесь так, умираете за деньги? И за деньги, которые вы хотите вытащить с кого-то через плач. Да, есть коррупция. Вы до сих пор не можете понять, что такое коррупция. Коррупция – это схема. Раскройте схему, коррупционную схему раскройте. По коррупционной схеме хлопните людей. А вы этого не делаете. Потому что такие люди, как типа Нурлана Сулайманова, сидят советниками у Джапарова. А вы посмотрите его подноготную. Вы посмотрите строительство когда он был министром транспорта. Вы же эти вещи не видите. Вам заливают, красиво заливают уши. Останьтесь в истории. Всегда спрашивают, какая у тебя цель. И я вас спрашиваю, уважаемый Гамчи Гадыршаевич, уважаемый Садыр Нургоджоевич, стать президентом, и это не цель, это инструмент к цели. Цель – это остаться в истории. Остаться в истории – это цель. А президентство, председатель ГКМБ – это всего лишь инструмент для достижения цели. Покажите народу, что вы в реальности проявляете заботу о народе. А вы занялись, извините, я скажу прямо, у нас 37-й год. Сейчас единственное, не хватает черного таганка, вот этого черной машинки. Таганок, или как его называли. Сейчас за место вот этого черного таганка ездит белый спринтер, в котором сидят спецназовцы. И что после этого мы можем сказать? Может быть, вы завтра меня тоже начнете мочить. Но от того, что вы меня даже закроете или еще что-то сделаете, от этого смысла не будет. Толку не будет. Я хочу помочь вам. Я призываю народ к тому, чтобы не было никаких митингов. Давайте решать все в правовом поле. Но если мы хотим решать в правовом поле, остановите своих архаровцев, которые просто лепят дела один за одним. Останьтесь в истории людьми, которых мы будем гордиться, как гордимся Исхаком Разаковым. Останьтесь в истории, когда мы хотим видеть вас, как Усубалиев, как Масалиев. Вот такими людьми останьтесь. Я хочу этого, чтобы вы, Садыр Нургоджоевич, как мой брат, как мой иссыкульский земляк, я хочу, чтобы вы остались в истории, как Джусуп Абдрахманов. Камчыбек Кадыршаевич, я хочу, чтобы вы остались в истории, как Исхак Разаков.
Но это вы должны сделать. Это вы должны пойти шаг сделать вперед, навстречу народу, а не против народа. То, что вы боретесь с коррупционерами, правильно, но не могут ваши следователи понять, что коррупция – это схема. А вы должностные преступления, взятки берете под коррупцию. Посмотрите, что творит этот Бактык Төребаев. Где его МТС? Это все остается на слове бла-бла-бла. Посмотрите Акылбека Джапарова, что он сделал для государства. Кроме как выжимать с народа, больше ничего не сделал. Я знаю, завтра на меня заявление напишут. Пускай пишут. Я и тогда сделаю выступление. Я сделаю выступление. И я расскажу, за сколько был продан Дамаск. Как были деньги вытащены у Новикова. 21 миллион долларов. Вы об этом знаете. Это схема, коррупционная схема. Дамаск был продан Азамату Арапаеву. Азамату Арапаеву был продан за счет кредита, который вышел с Кыргызско-российского фонда. И куда эти деньги ушли? Рассчитались за Дамаск. Господину. По Текелеку я же, по месторождению Текелек Чоңалай. Везде сдали, по нулям сдали. Госгеологии по нулям сдали, что они не разрабатывали. В налоговой инспекции ни килограмма не продали. А спросите у алайцев, ребят. По 57 долларов было все продано. Все было продано по 57 долларов в Узбекистан. Посмотрите по всем угольным месторождениям, которые уходят в Таджикистан. Посмотрите все логистические центры. Кадамджай, все вот эти дороги, посмотрите. Все уходит в Узбекистан. Да, страна, соседняя, друзья, помочь надо. Но не таким же образом. Если вы помогаете, платите налоги, разрабатывайте, платите все. И тогда вы этим самым наполните бюджет. А вы не платите налоги. Вы эти деньги оставляете у себя в кармане. Зато вы покупаете, пришел новый 600-й Мерседес. Посмотрите. Посмотрите машина господина Примова. Посмотрите машины этих других. У них 600-й, 300-й, которые стоят по 200 тысяч долларов. А возьмите их декларации, посмотрите их декларации. По декларациям у них не выйдет. У меня по декларации выходит, потому что я зарабатываю деньги. И если я зарабатываю деньги, я могу себе позволить 570-й Lexus. Но не новый, а старый. Мне не нужны никакие. Вот всегда все пишут, начинают говорить о том, что мне не досталась должность. Да, хотел выматериться. Да оставьте вы эту должность себе. Мне она не нужна. Я никогда не стремился стать каким-нибудь руководителем какого-нибудь министерства. Если бы я хотел бы стать руководителем какого-то министерства, я могу зайти к Садыр Нургоджоевичу и сказать, дай мне должность. И он бы дал бы вначале. Я бы мог бы зайти к Камчы Кадыршаевичу и сказать, Камчы Кадыршаевич, дайте мне должность, я все-таки же братишка, мне бы дали. Но мне этого не надо. Я привык зарабатывать деньги. Я не привык воровать деньги, я привык зарабатывать деньги. А те, которые занимаются углем, то-то, то-то, они воруют деньги. Текелек, почему дело не расследует по Текелеку? Курманкул Токтарлевич, я вам писал. Ваши мне сделали отписку по Текелеку, что идет возбуждено уголовное дело. А это дело закрыто. Они приостановлены это дело. А почему? Потому что родной Өкүлбала
Акылбек Усимбековича. Он это все делал. Вот и все. А вы боретесь с теми, которые высказывают свое критическое мнение. Наоборот, если будет критическое мнение и будут говорить, то вы будете исправлять ошибки и будете идти к своей цели, остаться в истории. Это наоборот хорошо, когда говорят критическое мнение. Это критическое мнение и будет давать вам возможность исправить в государстве что-то хорошее. Впереди нас ждет очень суровая, тяжелая зима. Очень суровая, тяжелая зима. Я вижу, вы пытаетесь что-то сделать. Я вижу, как Ибраев выступает. Я вижу, разговариваю. Но вопрос-то этим не решается. Решаете вы, а те, которые сидят и продают уголь налево, направо, народу продают, они не помогают. Они уничтожают. Потому что те, которые сидят в Джоркинеше, многие защищают свой бизнес. Они идут в Джоркинеш только ради того, чтобы защитить свой бизнес. Легендарный парламент в свое время придумал очень правильную конституционную схему парламента, когда законодательная палата была и палата народных представителей. Законодательная палата работала над законами, а палата народных представителей не получала заработную плату, она наоборот требовала у законодательной власти и у министра отчета за проделанную работу. А посмотрите на нынешний Джорку Кенеш. Посмотрите, пожалуйста. Хорошо, посмотрите. Цирк. Это же цирк. Джоркинеше только несколько ребят, которые реально говорят, реальные темы. Я могу их перечислить. Это Медер Алиев. Это земля-то. Медер Алиев и там еще некоторые ребята. Тазавек Икрамов. Молодцы. Тазавек Икрамов, Медер Алиев, там еще несколько ребят. Молодцы. Реальные темы говорят. А остальные что? Остальные просто сели, получили должность и такие. Ты министр де чыкырчы, бияка, министр де сурайли. Министр, сене мне? А кто ты такой? Кричать министру. Сене мне. Вот, Гим Атазов, молодец тоже. Тоже злободневные темы поднимает. Вот эти ребята молодцы. А остальные кто? Остальные просто артисты, которые просто играют кино, сидят и играют кино. И кроме этого фильма, защищая свой бизнес, больше ничего не делают. Я понимаю, сейчас на Ютубе, вот здесь на Фейсбуке они ушли доконцачники некоторые. И это не доконцачники. Доконцачники молодцы, они поняли. Доконцачники молодцы, они поняли. На Ютубе существует только проплаченная группа. И я бы хотел предупредить эту группу. Уважаемая группа проплаченных фейков, берите денег побольше. Берите денег побольше. Увеличивайте свои ставки. Игры играете. Вот такие гнилые постановы делаете. Ай, ладно, постанову кому-нибудь другому сделать. Ай, мне постанову лепите. Ай, я эти постановы давным-давно съел и давным-давно уже высрал. Эти ваши постановы. Мне эти ваши постановы, со своими ребятами разберись. Эти ребята тебя подводят.
Я тебя не знаю, я с тобой никогда не сталкивался. Какой ты человек, я тоже не знаю. Но твои ребята, которые уже до такой степени оборзели твоим великолепием, они подводят тебя. Они не то, что подводят тебя, они тебя позорят. Какая-то шпана, 35-летняя шпана, там Азиз один, узбек, и вот этот Дастан. Это шпана, обычная шпана. И я с этой шпаной разберусь в законном порядке. В законном порядке. А потом посмотрим. И что вы после этого хотите сказать? Вы достигнете этой цели? Вот в чем вопрос. Сейчас ожидается визит Владимира Владимировича. Дай Бог, чтобы этот визит прошел хорошо. Дай Бог. Дай Бог, чтобы мы вышли с зимы очень хорошо. Я буду рад этому. Но помните о народе тоже. Мне просто очень сильно жалко за нашу страну. Маленькая страна. Эту маленькую страну можно сделать процветающим государством. А мы вместо того, чтобы говорить об этой стране процветающим государством, мы живем в фантазиях и говорим, что мы живем лучше, чем в Сингапуре. Я еще раз говорю, я не призываю к всяким митингам и не буду призывать. Я всегда буду требовать только верховенства права и закона. Я хочу помочь Камчет Кадыршаевичу, я хочу помочь Садыру Нурходжоевичу для того, чтобы выстроить хотя бы, очиститься и выстроить. Ребята, которые когда-то окружали Садыра Нурходжоевича, вот они вот здесь тоже смотрят. Они же тоже меня поддерживают. Все те ребята, которые были возле Садыра Нурходжоевича, они меня тоже поддерживают. Потому что они тоже видят, что рядом окружили просто одно шакалье. Я не скажу все. Я не буду говорить все. Не все. Но основная масса, шакалье, полностью облепила уже нашего президента и Камчет Кадыршаевича. И они же их подставляют, организовывая вот такие беспонтовые провокации. Беспонтовые провокации. Это же надо додуматься, мне послать какую-то девчонку. Да нахер она мне нужна? Я ее выгнал сразу. А потом взять и написать, сегодня написали всякую галиматью, что меня избили из-за того, что... Но это не отмазка, это глупая отмазка, это тупая отмазка. Я могу вот так вот просто показать постановление суда, постановление следователя, из-за чего произошла драка. Ну нет, надо же придумать историю, дать очертания, что Хасанов такой плохой. Они-то не народу это говорят, они это говорят президенту и Камчет Кадыршаевичу. Камчет Кадыршаевич, Садыр Нурходжоевич, это вообще неправда. Вообще никакая неправда. Это они для вас делают, не для народа. Народ знает, что, где, когда. Они это все делают именно для того, чтобы ваши глаза затуманить. И сказать, ну вот Хасанов собака, ой, он такой плохой, видите, он как про вас. А вот видите, какой он подлец, он, оказывается, там чужую жену и еще что-то. Ну, смешно. Смешно. Делайте. Если вы хотите там что-то, делайте, ради Бога. У меня тоже очень масса документов и фотографий интересных, где те люди, которые меня обливают грязью,
Я на фотографиях тоже покажу. У меня тоже это есть. Напугали меня этим, думаете, что ли? Ну, вылейте грязь, ну, выливайте. И что потом? Ради своего кресла вы просто играете с судьбами людей. Ради своего кресла. Ваше кресло никому не нужно. Мне тем более не нужно. Вы свое кресло засуньте себе в свой задний проход, засуньте. Я никогда не нуждался ни в чем кресле. Мне достаточно своего кресла. И мое кресло, оно очень дорогое. Мое кресло итальянское. Я ее подарком получил. У меня кресло дороже, чем ваше. У меня свой офис, и не государственный, у меня свой офис. И очень дорогой офис. И зачем мне идти на государственную службу? Интересные вы люди. Камчы Кадыршаевич, Садыр Нургоджоевич, вам просто врут. Вам просто врут. Вам замазывают глаза. Вас обманывают ваше же окружение. Вас восхваляет ваше же окружение, которому вы слепо верите. Еще раз прошу, не верьте им. Они вас обманывают. Они вам глаза уже до такой степени замылили. И на этом вы просто из-за вот этих бездарей, это бездари, это просто обычные бездари. Это обычные простые бездари, которые просто вас подставляют. Не меня, не кого-нибудь. Они подставляют вас. Вот этими своими грязными ушаками, грязными, они обливают грязью не меня и не тех. Они грязью обливают вас. Народ-то видит все. Переформатизируйтесь. Переформатизируйте. Полностью пересмотрите все, пожалуйста. Потому что нету будущего, не будет будущего, если вы сейчас не сделаете полную переформатизацию своего окружения. Они вас уничтожают. И уничтожают именно те, которые никогда не работали на государственной службе, попали и стали важными в галстуках, все. Ребят, если вам галстуки нужны, я вам подарю, у меня 42 галстука. И не такие дешевые галстуки, как у вас. У меня итальянские, французские галстуки. Ну только не позорьте, не вводите в заблуждение руководство государства. Сильно подставляет. Вот здесь ищейным доверие. Правильно, Ташиев подставляет сильно его же подчиненных. Очень сильно подставляет. Камчы Кадыршаевич, братан, реально подставляет вас. Жестко подставляет здесь. Садыра Нургоджоевича жестко подставляет. Очень сильно подставляет. Первомайский районный суд разгоните нахрен. Разгоните этот Первомайский суд вообще без права восстановления и работы в судах. Они все бесхребетные. Садыр Нургоджоевич, вы же помните, как вас именно Первомайский суд судил.
страдают. Вообще Первомайский суд надо полностью раскидать. И вообще без права, чтобы кто-то из них работал в суде. Там только 2-3 судьи нормальные. 2-3 судьи нормальные. А остальные все бесхребетные. В особенности уголовная коллегия. Я ничего не хочу сказать о председателе Первомайского районного суда. Алмаз хороший парень. Хороший парень Алмаз. Но я не скажу, что Алмаз тоже лег уже под систему давления. Я вам еще раз говорю, в Первомайском районном суде есть всего 3-4 судьи, которые действительно порядочные, которые умеют вести процесс, которые умеют и знают, что такое правосудие. Но они тоже под гнетом у силовых структур. Начинаешь спорить со следствием, говоришь, что все. Они говорят, Байке, я говорю, это не пройдет в суде. Он говорит, Байке, это в суде пройдет, что вы переживаете, берет телефон. Алло, салам алейкум, мы сейчас вам одно дело отправляем, пускай это дело пройдет. А на том конце отвечают, хоп, будет сделано. ГКМБ и МВД не бояться должны люди. ГКМБ и МВД не должны бояться судей. ГКМБ и МВД должны уважать. Уважать. Не бояться, а уважать. Именно должны уважать. И вы должны заслужить это доверие народа. А больше другого нету. На этом я свой ликбез на русском языке закончил. На русском языке закончил. Почему я на русском языке это говорил? Потому что меня слушает не только аудитория кыргызскоязычная. Меня слушает и русскоязычная аудитория. Поэтому я большую и огромную благодарность хочу высказать всем тем, которые очень такие смогли выслушать до конца. Вот сейчас 60 человек в эфире. Я надеялся, будет больше. Я надеюсь, будут перепосты. Сейчас я могу перейти, я сейчас свободен, могу перейти на ответ-вопрос. Если вы хотите задать вопрос, задавайте. Кыргызчасынан айтсаңар, мен кыргызчасынан деле айтканга жооп бергенге даярмын. Мына Соня Ташоба дейт, ажообузда сейиш керек тайланысында. Кандай адамдар курчап турган. Ошол кептин баары ошондо болот атпайбы, ажообуз ошону көрбөй атпайбы. Кандай адамдар курчап туруп алды. Адил кыргыз, братан, бир галстук берчи. Все, разговор жок, берейин. Иченим доверие, абдан туура нерсени айтып атат да. Сейчас все боятся говорить открыто. ГКМБ, Конторский, особенно на юге, мздоимством занимаются, чувствуя безнаказанность. Ошондой эле болуп атат. Безнаказанность, такыр эле безнаказанность. Ушунча офистер пайда болуп калыптыр, ой, тил айтты, бул айтты. Баары эле бирөөсү туруп алып туруп, ой, мен Садырдын кишисимин, бирөөсү туруп алып, мен Камчынын кишисимин. А эми болсо мен Туманбаевдин кишисимин дейт. Кудай урбаду. Какой район, по вашему опыту и сфере вашей деятельности работает? Имеется в виду милиция? То я скажу, на сегодняшний день я скажу, что в милиции в Октябрьском районе намного больше опытных следователей. В Бишкекском УВД очень много опытных следователей.
Там вот набрались хорошие исследователи, мне это нравится. Они уже более так опытно ведут работу. Мне очень даже нравится, как они расследуют дела. Но там есть такое понятие Октябрьская прокуратура. А в Октябрьской прокуратуре интересные два помощника есть, которые, оказывается, выполняют и говорят, делай это, делай то, еще и заказывают. Это очень плохо. Можно ли пересмотреть решение суда, то есть апелляцию? Решение суда, если вы не пропустили сроки, вы можете смело подать в апелляционном порядке или в кассационном порядке. Бакиров Қалысбек, сені қамап қойышпай, шындықты айтса әлі қамап атшат дейді. Емі Құдайдың бұйрығы, Құдайдың жазғаны. Құдайдың жазғаны, Аллахтың жазғаны мені қамай тұрған болса, қамайды. Құдайдың бұйрығы. Бұлар қамайды. Бұлар себепкерлер болып қалады. Бұл Аллахымдан. Аллахым мұны қамағылы десе, значит қамайды. Күнәм болса қамайды. А күнәм жоқ болса, бұлар өзлері жауап береді. Адиль Кыргыз, вы при суде правду говорили. А я всегда говорил, как есть. Асылбек Кулмурзаев неше эмне болду жер боюнча. Мен ошону эсимде жок, бирок ошол ишти карап бүтүрсө болмок. Дагы ким кандай суроо, жооптор болсо мен жооп берейин. О, мына Соня Ташова туура айтат. Кимди ким экенин уже эл билет. Эл билип калды. Элди уже алдай албайсың. Элди уже баягы фейк фабрикалар менен мындай мактоо жаза. Мындай да ушуну раз эстеттиңер да, мына дагы бир обращение кылып коеюн. Садыр Нуркожоевич, Камчыгы Дашевич. Тет жерде жазып аткан фейктер силерге кагаздарды алып келет, монтоп. Мына көрдүңөрбү силер жөнүндө кандай жазып атат. Мына көрдүңөрбү деген, бунун баары фикция. Мұның бүт фикция. Бұлар деген ошолорго акча төлөйт. Бир жактан акчаны сындырышат, бирөөндөн алат. Анан ошол акчаны тиги фейктерге төлөйт, анан фейктер өлө жазат да, монтоп жазат. Анан ошону көрсөтөт. Мына көрдүңөрбү силер боюнча кандай жазып атат. Укуңуздар. Мына могу жерде Эрнст Субанов деген ажообуздун жанында Кудайдан коркпогондор жүрөт, бир күнү беттери ачылат деп ишенем дейт. Мына Эрнст жөнүндө деле айтып кетейин, бул иним боюнча. Иним дагы абдан мындайча айтканда Садыр Нуркожоевич бул анын кумири. Действительно, Садыр Нуркожоевич абдан жакшы көрүп турган жигит, сыйлап жүргөн жигит. Бүгүнкү күнгө чейин сыйлап жүрөт. Бирок Эрнст дагы мына азыр жазып атат. Кудайдан коркпогондор жүрөт. Мына ажообуздун жанында действительно Кудайдан коркпогон адамдар жүрөт. Абдушүкүр, салам алейкум, кандайсың, таксыр, жакшыбы? Иштериңиз кандай болуп атат, таксыр? Мен кичине жүрөктөн кармап реанимацияда жатып калдым. Бирок бүгүн жакшы, мына азыр восстановительный период болуп атат. Бирок наоборот, восстановительный периоддо монтип туруп эмоцияларыңды чыгарып алсаң жакшы экен, жүрөк жеңилдей түшөт экен. Кайрат Турдуманбетов, баары жакшы болор деген үмүттөмүн. Мен да ошол үмүттөмүн. Кудайым буюрса, иншалла жакшы үмүттөр болот. Кыргызстаныбыз кичинекей. Биздин эле мындайча амир сагаптарыбыз тегерек четин карап, тегерек четиндеги шайтандардын баарын кетирсе, абдан жакшы жолго чөт деген абдан жакшы. Ринат Сандымбаев говорит, ответьте на мой вопрос. А какой вопрос у вас? Наверху я сейчас потеряю просто вопрос. Перезадайте вопрос, я вам отвечу. Джураев говорит, береги себя, брат. Ну, бережем, как можем. Но провокации со стороны тех, которые хотят отчитаться перед руководством, сказать, вот мы Хасанова задержали, вот видите, мы его там шлепнули, вот это вот. От таких мошенников тяжело уберегаться. Ассалам алейкум, дем солуңуз жакшы караңыз, сиз элге керексиз. Рахмат, чоң рахмат, Нурлан. Так, я вот здесь, Ринат Садымбаев, вопрос еще раз задайте, пожалуйста. Я сейчас буду искать, я не найду его. Просто вопрос перенапишите.
Я постараюсь ответить вам на вопрос. Ишеним доверие. Да, бир жолу саламатсыз Канат мырза. Базар Коргон районунун экс акимди подстава алган боюнча биз бир көз карап коюңуз. Эми мен ошол карап койгонго мындай чисто подстава карапай эл да ишенбейт, ошо тоже мошенник. Эми мен иштин жагдайларын билбесем мен аны айта албайм. Иштин жагдайларын билсем айтып берет элем. Борборубузда келечеги архитектурага жоготуп алдым. Архитектура байланыштуу силердин оюңар кандай? Анткени архитектуранын 80% экенин ишенесиңер. Мен силерге 80% эмес 100% ишенем. Архитектурада коррупция абдан көбөйүп атат. Бирок азыр молодец, могу биздин мэрдин вице-мэр Нурдан деген жигит. Молодец, мен просто бул Нурданга абдан чоң баа берип атам. Молодец, кыйын бала экен. Көп сүйлөбөйт, мыйзамды түшүнгөн, өзү полковник милиция, мыйзамды түшүнүп, ошол архитектурный стиль. Илгери архитектурный ансамбль деген бар болчу. Ошолордун баарын азыр кайра мына карап көрсөңөр, көп жерлерде мына советский Киевскийди кандай сонун остановка кылып калды. Азыр могу жерде Ош базарынын жанында эмелер кылып атат. Молодцы, ал абдан жакшы нерсе болуп атат. Эрнест Субанов, бүгүн майранын тажиктер менен понттор буюрса чечилип калды, иншаллах. Садыравам чечем дедиле. Тынч жолу менен чечилип бүгүн Аллахыма жоозгой үчүн ден соолук. Эми бүгүн действительно если мен эми ошол протоколдорду көргөн эмесмин. Протоколдорду көрбөй туруп дагы эле айта бергенден болбойт. Бирок эс чын-чынына келсе, мындай орустарда жакшы макал бар. Лучше худой мир, чем богатая война. Лучше элдешип тихо жашайлы, ошол лучше. Бирок биздин өзүбүздүн жерлерибиз кетпеш керек. Мен оюмча биздин эле ажоолорубуз деле жинде эмес. Алар деле өзүбүздүн биздин кызыкчылыгын сактайт болуш керек. Медер, ассаламу алейкум, Айкел агам, рахмат. Добрый вечер. Что вы думаете об Аспекове? Нурлан Абдышевич. Вот, кстати, что вы думаете об Аспекове? Знаете, вот эта речь, которая была об Аспекове, то, что вот сейчас очень сильно вытаскивают и дают прослушать, я эту речь слышал еще год назад. Год назад, по-моему, или полгода назад слышал. И вот эту старую вещь опять перезакрыли. Ну, значит, Аспеков где-то опять, наверное, его надо закрыть, наверное. Байке партия ачпайсызбы, Сураныч, таза такшалган жаштардын башын бириктиребиз. Партиябыз бар, тынчтык партиябыз бар, тынчтык деген партиябыз бар. Биздин тынчтык партиябызда 14 депутатыбыз бар, местный кеңештерде. Токтогулда депутатыбыздарыбыз бар, Орловкада депутатыбыз бар, Жайылда депутатыбыз бар. Ошон үчүн ошол жерде партиябыз бар. Партия жакын арада азыр кичине партия политсовет ар жак бер жак эметилип калган. Жакын арада политсоветти кайра чогултабыз. Политсоветте чечишебиз. Буюрса партия кайра өзүнүн ишин баштайт жакын арада. Динара Сариева, Канат, посоветуйте хорошего адвоката по гражданским делам, по земельным спорам. Динара, я не могу никого советовать. Почему? Потому что если ты кого-то посоветуешь, то ты должен отвечать за этого адвоката. Я за каждого лицо не могу отвечать. Это вы уж как-нибудь сами. Пожалуйста, не обижайтесь. Я не смогу посоветовать, потому что я уже несколько раз советовал людям адвокатов, потом эти адвокаты подводили, юристы подводили, и мне приходилось очень сильно краснеть. После этого я дал себе зарок никого не советую. Бакиров Калысбек, Мадумаров жөнүндө камалган тууралуу дагы жеке адвокатский пикирин уккубуз келет дейт. Мен дагы бир Бакиров Калысбек, сиз таарынбаңыздар. Мен Адахан Кимсанбаевичти мен только телевизордон көрүп жүрчүмүн. Мен анын ораторский искусствосуна абдан суктанам. Саясатчы катары мен мунга суктанам.
бирок иштин жагдайларын мен билбейм, бирок тиги протокол боюнча иштин толук жагдайларын билбейм, бирок протоколду секретарь Совета Безопасности койгон боюнча беренени коюп туруп ошону измена Родины кылса, бул деген абсурд. Бул абсурд. Мен мунга ишенбейм. Анан да бияктан көбү жазып атат, сен Мадумаровскийсиң. Мен Мадумаровский эмесмин. Мен бүтүн Кыргызстанга эч качан эч кандай мүчө болгон эмесмин. Мен деген Тынчтык партиясында сопредседательмин. Биздин өзүбүздүн партиябыз бар, Тынчтык партиясы. Ошон үчүн жаман көрбөңүздөр, бирок мен протоколдун негизинде ошол протоколду кол коюп бергенге мен муну деген измена Родина, мен чисто адвокаттык ретинде айтат элем, бул өтө күлкүлүү нерсе. Шуну менен суроо жооптор бүттү окшойт, эч ким уже суроо бербей калды. Баарыңар карап атасыңар. Баарыңарга чоң ысык салам каалайм. Мына дагы келип атат. Баардыгын толугу менен баарын айтып бере турган неме едим. Борбордун келечеги партияга кандай киребиз, эгер алыс жакта болсок дейт. Азыр биз жакын арада политсоветти өткөзөбүз. Биздин төрайымыбыз кичине эмеде командировкада болуп атат. Төрайымыбыз келгенде ошо төрайымыбыз менен сүйлөшүп туруп, бир күнү политсоветти кайра эметебиз. Анан ошо политсоветтен кайра чечим чыгарабыз. Кудайым буйрса, Тынчтык партиясы кайта жанданат. Нурдин Сайдахматов, Мадумаров сөз чыгыш керек боштондукка. Эми Мадумаров жалгыз эле Мадумаров эмес, кемпир-абадчылар чыгыш керек, Мадумаров чыгыш керек, Зарина Торокулова чыгыш керек. Негизи политзаключенныйлердин баары эле чыгыш керек. Ушуну менен токтотолубу, кандай дейсиңер? Мына уже акырынан кишилер кетип атат. Мен да барып дарымды ичейин. Башка суроо жок болуш керек. Рахмат, жакшы алыңыздар, аман болгонуңуздар. Нурлан Аманкул, рахмат, байке, ишиңизге ийгилик кетти, сакайып кеттиңиз, рахмат. Соня Тажоğlu, Канат Мырза, Мадумаров жөнүндө абдан туура калыс пикирин билдирди. Мен бирөөнү эч качан жамандабайм. Жамандагым келбейт. Бирок туура эмес иштерди кылса, мен ачыгын айтам. Баарын ачыгын айтам. Ошондуктан урматтуу достор, тет жерде гезиттерде тетиги эмелерди чыгып аткан фейктерге көп көңүл бурбагыла. Анын баары калп, калп нерселерге ишенбегиле. Бул ошо бийликте президентибизге саботаж кылып аткандардын кылган иштери атайын жаман көрсөтүш элди. Алардан башка эч ким жолобош керек да президенттин жанына. Ошон үчүн бул деген өтө туура эмес нерсе. Аман бололу, бактылуу бололу. Азыр могу дүйнө жүзүндө ушундай чоң геосаясат болуп атат. Азыр мындайча айтканда чоң согуштун, дүйнө жүзүндөгү согуштун эмесинде алкагында турабыз. Ошонго кошулуп кетпейли. Ошондо Кыргызстаныбыз аман болсун. Кыргызстаныбызда тынчтык менен эле, мыйзамдуу жол менен эле жүрөлүчү азырынчасы. Керек жок. Бийлик болсо ошону наоборот, ошону баарын эсепке алып, ошол жерде саясий камоодо олтургандардын баарын чыгарганы бул абдан туура болот эле деген нерсе. Эми булардын башы өзлөрүнүн оюнда, булар кандай кылат, булар өзлөрү билет. Бирок биздин айтып коюш, бул биздин парызыбыз. Биз айтып койдук. Болгонду айтышып турушубуз керек. Могу жанында жүргөн жан жөкөрлөргө каршы момундай чындыкты айтып турсак, балкимдир
Bir günü bolbosda bir günü biz bir günü bolbosda bir günü bizdin acılarımız gözün açar. Kırgızstanımız aman bolsun, amançılıkta ololu. Kırgızstan alga, Kırgızstan alga. Kırgızstanımız en kıyın, en bay ülke bolot. Men munga işenem. Жақсы алыңыздар. Қайықтан өчетіле. Жақсы алыңыз.